Всем привет! С вами был Тимиров. Традиционный прямой эфир по пятницам в 8 вечера на русском языке. Вчера, в четверг, прошел прямой эфир на кыргызском языке. Если кому удобно, можете пересмотреть его на YouTube-канале Тимиров Лайв KG. У нас же на Тимиров Лайв традиционно по пятницам в 8 вечера по Бишкеку проходит прямой эфир. Я делюсь последними новостями и своим мнением по этим событиям, которые происходили в Кыргызстане. Итак, начнем. Для начала прошли суды. Каждый четверг с 9 утра в Ленинском районном суде приводят из СИЗО 4 наших ребят и девчат и судят остальных 9 тоже, 7. Как вы знаете, 16 января в 6 утра правоохранительные органы МВД пришли с обысками. Это была такая некая месть за расследование по министру внутренних дел Улану Ниязбеку, ну и месть самого Садыра Джапара за расследование по фонду Айгуль Джапаровой. До этого было расследование по фирмам, которые были записаны на друзей Рустама Джапарова. Я на своих страничках за неделю до арестов рассказывал вам о роскошном таком вояже в город Милан на частном большом самолете, который в последующем стал президентским бортом номер 1. Да? На этом самолете, по сведениям источников, и были и другие доказательства, рассказывающие о том, что доказывающие то, что Садыр Джапаров вместе практически со всей семьей, включая братьев, сестер, племянников и тому подобное, отдыхали на новогодних каникулах с 1 по 7 января в роскошном отеле Принципал де Савоя. Вот. Это, я не знаю, это очень дорогой отель. То есть там отдыхают только миллионеры, миллиардеры. Но наш Садыр Джапаров вместе со своей семьей за эти 3-4 года у власти, как оказывается, может себе уже позволить такие вещи. Вот, поступают сведения о том, что не только сам Садыр Джапаров, его братья, но и дети, племянники пользуются услугами частных перелетов. И это, конечно, явный показатель коррупции в стране на самом высоком уровне. И за то, что мы все это раскрываем, показываем, они бы хотели, конечно, это все в тайне, шикарно жить, довольствоваться. Они считают, что они заслужили всей семьей такую жизнь за счет государства, за счет привилегий, которые Садыр Джапаров и его семья получили после президентства, что они заслужили такую жизнь, там, я не знаю, годами отсидки в тюрьме, там, преследования и тому подобное. Но это не так, потому что мы абсолютно все понимаем, что никакой заслуги у них нету, им просто повезло. Плюс криминальные элементы в 2020 году в октябре продавили, запугали всех остальных претендентов и поставили на эту должность Садыра Джапарова во власть. И их желание, конечно, понятно, чтобы скрыть, чтобы люди этого не видели. Им самыми главными врагами для них являются журналисты, которые проводят достаточно качественные расследования, находят следы и доказательства их коррупционной деятельности во власти. Поэтому для того, чтобы полностью уничтожить наши проекты Тимиров Лайф и АйТТС, в январе были аресты,
посадки и так далее, и так далее. До этого, вы помните, и против меня различные мероприятия с их стороны проводились для того, чтобы прекратить наши расследования антикоррупционные. Отвечать они уже не отвечают. А, вот. Ну, то есть логика пытается оправдываться, да, их логика такая, что мы типа мешаем светлому будущему Кыргызстана. На самом деле мы этому как раз-таки не мешаем. Мы как раз-таки мешаем им шикарно жить, воровать за счет коррупционной деятельности, за счет того, что наше расследование показывает, что они подминают под себя крупные предприятия, госпредприятия, отбирают, рейдерят другие бизнес-предприятия в свои руки, переоформляют их на друзей, родственников, одноклассников и так далее, и так далее. Такие вещи происходят в Кыргызстане, и мы это расследуем, и у нас достаточно образования, навыков для того, чтобы это все находить с доказательствами, по фактам, рассказывать о том, что же на самом деле происходит в Кыргызстане. Вот, и, конечно, сами суды, которые проходят в отношении наших журналистов, это театр абсурда, потому что все дело, вообще 278 статья, часть 3, это призывы к массовым беспорядкам, и, соответственно, им надо доказывать, что в наших видео, в наших выступлениях были какие-то призывы к массовым беспорядкам. Таких слов и призывов эксперты, конечно, не нашли, и поэтому они изворачиваются, и в своих экспертизах писали о том, что дискредитация, или как они называют, призывы к дискредитации власти, да, слово призывы они эптеп-септеп куда-то втюхали. Вот. Призывы к дискредитации власти, как они называют, возможно, приведут к массовым беспорядкам. То есть они возбудили уголовное дело на вероятности того, что что-то может произойти, а не по факту совершения преступления. И это абсолютное беззаконие. Дальше продолжается в судах. Эксперты пришли, начали изворачиваться, пытаться отвечать на вопросы, но на большую часть вопросов они так и не смогли ответить. И огромное... и из 3 экспертов власти, которые делали экспертизу для уголовного дела по приказу или под давлением сотрудников МВД, ГКМБ и еще не знаю кого там, администрации президента и тому подобное, потому что для того, чтобы уничтожить нас, привлечены огромные силы, это не межведомственно, то есть это и МВД, и ГКМБ, и администрация президента, Министерство культуры и куча людей участвуют в этом, и понятно, что и самих экспертов приводят как осужденных, в сопровождении сотрудников 10-го отдела, они практически их доводят до суда, заводят туда и внимательно слушают, поэтому шаг вправо, шаг влево для них это расстрел. И поэтому такие абсурдные ситуации возникают, когда вся их экспертиза строится на том, что какие-то слова перемешивают со слоганом, то есть выдергивают слово из середины видео или из начала видео, и потом говорят, а вот в конце там появляется слово, как они называют, реализированный текст, там слоган наш «Свобода не дается, за свободу надо бороться, боритесь за свободу вместе с нами», они все свои обвинения строят вот именно на этом слогане, хотя
им объясняют: ребята, такие слоганы есть и в эпосе Манаси, есть такие вообще слова свободы, о том, что нужно быть свободными и бороться за свободу, есть и во многих других произведениях, в том числе строки про свободу есть в гимне Кыргызстана, и даже задавались экспертам такие вопросы, является ли гимн Кыргызстана призывом. А, и, кстати, до такого абсурда дошло, что, Махалат в конце концов спросила, говорит: слушайте, слова Исхака Масалиева о том, что Кыргызстан должен послать войска и помочь ОДКБ, в рамках ОДКБ помочь России, э, является ли призывом? Эксперт неожиданно сказал, что да, это является призывом. То есть у него такая каша в голове, что реально это, что абсолютно, скажем, непрофессиональные экспертизы строятся только по приказу и понятно для чего, да, для того, чтобы вынести какой-то приговор по отношению к нам, сделать из нас преступников каких-то, хотя на самом деле состава преступлений нету. Ни в одном из речей мы не говорим о том, что давайте там возьмем оружие и тому подобное. Такого нет и не было никогда. Вот. Вся статья, все 278 как раз на этом и строится. Там даже четко прописано равно призывы к насилию над гражданами. Мы никогда не призывали к насилию над гражданами. Более того, мы всегда говорили о том, что революция бесполезна, потому что это борьба кланов, и вместо одних коррупционеров приходят другие коррупционеры. Нам нужна эволюция, нам нужно просто менять свое сознание, что, то есть сами должны понимать и относиться к тем, кто у власти, не как к тем людям, которые заслужили или что-то там, я не знаю, с небес спустились, а как к нашим сотрудникам, президента, депутаты Делорка Кенеша, судьи, милиция, ГКМБ сотрудники – это не богом мазанные люди, это люди, которых мы наняли для того, чтобы они обеспечивали нам справедливость, для того, чтобы они обеспечили нам, народу Кыргызстана, безопасность, какую-то стабильность, стабильное экономическое развитие, рост и тому подобное. Вот. И когда мы это поймем, и поймем, что нам не нужно для этого устраивать революции, да, нам в первую очередь нужно более ответственно подойти к своему выбору сотрудников. То есть сам процесс выбора сотрудника проходит на выборах. И мы должны понимать, тщательно выбирать, да, то есть как будто мы себе выбираем сотрудника, который будет управлять нашим предприятием. То есть не просто потому, что он земляк там и тому подобное, родственники и тому подобное, а мы должны понимать, от прибыли нашего предприятия зависит наше будущее. Зависит то, будет что есть нам, да, будет ли хватать нам на продукты питания, сможем ли мы ездить на каникулы на Иссык-Куль, да. Вот, то есть также мы должны подойти к выборам президента, к выборам депутатов местных кеңешев, Айлук-Муту и тому подобное, потому что мы выбираем тех, от которых зависит наша судьба, наше будущее, наши деньги, наше все. Поэтому как мы выбираем начальников? Мы берем резюме и смотрим, он сможет ли управлять предприятиями или нет, да? Вот, первое. Во-вторых, мы понимаем, что бывают всегда ошибки и тому подобное, но мы не должны бросать все на произвол судьбы. Вот мы выбрали руководителя собственной компании, и мы должны за ним следить, контролировать,
не ворует ли он, вот, правильно ли он принимает решения на должности директора предприятия. И для этого либо мы сами смотрим, в случае с государством для этого есть журналисты, которые доносят до собственников предприятия новости, информацию, проводят расследование, говорят, да, вот действительно начальник предприятия, руководитель предприятия ворует, да, принимает безответственные решения, принимает неправильные решения, которые могут привести к развалу предприятия, к банкроту предприятия. И до владельцев этого предприятия журналисты доносят. То есть мы, наша цель, наше право и наша обязанность, это как журналистов и как журналистов-расследователей, это контролировать власти, да, и доносить до населения, что же там происходит, воруют ли они, не воруют, правильные решения принимают или неправильные решения принимают, решают ли они проблемы предприятия и наши проблемы или не решают. Вот на такие вопросы мы отвечаем, и запрос от населения есть. То есть мы являемся глазом народа, то есть мы доносим до госслужащих, руководителей предприятия, да, президента, депутатов и других правоохранительных органов, там, проблемы, которые существуют у населения, да, как собственников государства. И в то же время мы исполняем контролирующую функцию, мы являемся глазом народа. Вот. А нечестный на руку руководитель предприятия, естественно, не хочет, чтобы владелец знал о том, что он ворует. Поэтому он всячески пытается использовать все свои ресурсы для того, чтобы таких людей, как мы, которые контролируют их, уничтожить, да, свести на нет. Вот, поэтому эти все суды происходят. И вообще это абсолютно все, что происходит в Кыргызстане, это есть все признаки диктатуры. Да? То есть диктатор своевольничает, он хочет жить в свое удовольствие, принимать собственноручно решения, да, в первую очередь в пользу себя, в пользу своего благополучия, благополучия его семьи, его окружения, да, и такие диктаторы, они, естественно, будут бороться со свободой слова, уничтожать свободу слова, для этого угрозами или другими методами давать приказы правоохранительным органам, в свою очередь, будут давить на экспертов, эксперты будут придумывать различные заключения абсурдные, и при этом они понимают, что это заключения, они абсолютно абсурдны. Но при этом они это делают, потому что либо хотят выслужиться и подняться по карьерной лестнице, либо настолько напуганы сотрудниками правоохранительных органов, что другого выхода не видят. Да? Но они должны понимать, что это судьбы людей. Да? Они своими действиями не только решают судьбу 11 человек, да, там, или, то есть они же не только по нашим ребятам и девчатам делали экспертизы, есть еще экспертизы, которые в отношении Олджабая Шакирулу, в отношении Асхата Жетигена, Автандила и масса других, о которых мы не знаем, да, которых вот массово репрессируют за высказывания, за комментарии в социальных сетях. Это и есть диктатура. И как бы он там не одевал овечью шкуру, не говорил о том, что у нас демократия, что у нас светлое будущее, у нас есть свобода слова, у нас есть журналистика, это все вранье.
вранье, ложь — это вот, то, что отличает нынешнюю эпоху Кыргызстана, в правлении Садыра Джапарова и Камчыбека Ташини, это абсолютно наглое вранье. И когда ты начинаешь раскрывать это вранье, они бесятся и начинают мстить, и включают свои диктаторские замашки и скатываются все в диктатуру. Они должны понимать, что это их это долго не может продолжаться, да, то есть а, даже, даже ну, международное сообщество, да, которое более-менее лояльно к ним относится из-за войны в Украине, да, а, вот, они будет предел, когда есть предел, когда ты уже даже твое вранье будет видно за огромное количество километров. Да, сколько бы они ни врали, сколько что ни делали, какой-то предел есть, и если они перескочат этот предел, да, то они должны понимать, что они превратятся в Северную Корею. Они станут изгоями и больше не смогут вот так вот ам, шикарно летать на аэробусах частных в Европу, отдыхать на курортах, там Сан-Мартис и тому подобное, да. А, это все временно. И они должны понимать, что а, э, диктатура ни к чему не приведет, да. Вот, что враг, что они, враг в первую очередь это они сами. То есть, если они не хотят расследований, если они не хотят, чтобы журналисты находили коррупцию, да, там, то выход один: не воруйте, не назначайте своих сватьей, там, братьев, сестер, зятей, там, на ответственные должности. Это откровенная коррупция. Как бы ты там ни ссылался на традиции и тому подобное, я не могу больше никому доверять и тому подобное, э, это в предприятии такого не может быть. Это откат, это откровенная коррупция. Один человек, ладно, два человека, да, но когда это массово происходит, когда ты, э, когда мы сколько расследований делали, когда предприятия, государственные проекты переоформляются на друзей детей, это нагло откровенная коррупция. Как бы вы там через госканал не говорили: "Вот Рустам молодец, там, он инвесторов приводит", и тому подобное, ну, блин, явно же видно, как бы вы там не оправдывали эти действия, да, свои преступления, это является коррупцией, это преступление, это превышение своих полномочий. Да, э, если мы назвались там светскими, ну, не светским, а демократией и вступили в рыночные отношения, то должна быть свободная конкуренция. Вот. А не только все блага, все фирмы, все лицензии, все кредиты, все вашим племянникам, родственникам, друзьям и подставным аффилированным фирмам. Понимаете? Для того, чтобы Кыргызстан развивался, это не значит, что там 1000 человек вашего окружения стало богатым. Для того, чтобы Кыргызстан развивался, должно все население иметь возможность и одинаковые условия для развития собственных предприятий. Должны быть работать законы, не должно быть двойных стандартов. А диктатура, она только к этому приведет. Поэтому, ну, в принципе, мы к этому и скатились. Вы делаете, что хотите. Для вас законов не существует. Вы сажаете кого хотите и фальсифицируете уголовные дела. Вы практически объявили войну собственному населению, народу.
А ваши госканалы, они, ну, может быть, один раз поверят, второй раз, но завтра выйдут на улицу, посмотрят, ваши хваленые дороги, которые вы построили. Уже мы видим, что там ямы, а, волнами пошли. Что вы, чем вы еще хвастаетесь? То, что вы, курорты начали строить, да, то везде курорты, зоны отдыха начали строить, и этим вы хвастаетесь, да? Что вы построили себе хан-сарай огромный за бешеные, деньги, да, за 70-80 миллионов долларов. Этим вы хвастаетесь. Вы хвастаетесь ростом бюджета, и мы на прошлой неделе, если вы не видели, посмотрите, посмотрите, наше расследование, по тому, откуда все-таки растет бюджет. Вы просто начали тупо печатать деньги. У вас даже мозгов не хватает, что это может привести к огромной, ну, вообще девальвации сома. Вы выбрали очень рискованный путь для того, чтобы сегодня, хоть как-то сохранить свою власть, показать себя с красивой стороны, похвастаться ростом бюджета. Вы печатаете деньги, вы, а, увеличиваете внутренний долг сотнями миллиардов сомов. Вы понимаете, что за это все нам, за ваши вот, год-два, за ваши пыль глаза, которые вы пускаете год-два, потом десятилетиями нашим детям, нашим внукам расплачиваются за ваши вот эти вот, за ваше хвастовство. Ладно, вы дороги строили, но стройте нормально, качественно. Дороги строит фирма, которая, строила и при Атамбаеве, и при Джеймбекове. Мы знаем, и сами же вы, об этом говорите, что при прежних властях была коррупция и тому подобное, строили некачественно. И при этом этих же людей берете, ставите на ответственные должности, и эти же компании вы привлекаете для строительства. Для чего? Потому что те привыкли давать взятки, и вам это выгодно. Больше другой причины для того, чтобы привлекать тех же, для которые, строили до этого некачественные дороги, привлекать для строительства дорог тех же людей, те же компании. Поэтому одумайтесь, остановитесь, подумайте над тем, что вы делаете. Хотите стать диктатором, вы станете изгоем. Хотите в истории Кыргызстана остаться самодурами, вы уже такими являетесь. Вот, в принципе, две вещи, о которых я сегодня хотел поговорить. В первую очередь, это абсурдный судебный процесс над нашими ребятами, вот, а, арестованных только ради того, чтобы, не слышать и не видеть расследования, чтобы, люди не узнали о тех вещах, которые они скрытно пытаются делать. Ну, в любом случае, даже эти аресты не помогли. Мы продолжаем в любом случае, исполнять свою миссию. И ребята в СИЗО, которые сидят и под домашним арестом мучаются, а, они, дают нам возможность, а, работать вдвойне, с двойным усилием, выпускать расследования и разоблачать вашу ложь, откровенную ложь, вранье, которое вы, напускное, которое вы сейчас вот это, направо-налево, а, хвастаетесь, лжете. Вы даже не помните, что вы говорили вчера, потому что вы вчера говорили, что госипотечная компания, продает квадратный метр за $550. А сегодня вы уже говорите: "Ой, госипотечная компания всего за 650". А откуда взялись еще $100?
То есть, а, вы настолько заврались, что, сегодня вы хвастаетесь дорогами, завтра она пошла волнами, да. И вы говорите: "Ой, подрядчик все исправит". Он будет всю жизнь исправлять, да, там на протяжении 3 лет, а ответственность, подрядчик не хочет взять на себя. Не взяли, за халатность, за то, что, ну, абсолютно не умеет строить дороги, привлечь его к ответственности, поискать другие фирмы, которые готовы работать без взяток. Но вы же, опять же, берете все тех же старых людей. С На этой неделе взяли, пригласили, обозвали всех, старой власти коррупционерами и, на открытие, ну, в свой хан-сарай пригласили всех премьер-министров, назвали их там, а, очень за большой вклад в развитие государства. За какой вклад? Вы же сами об этом говорите, что 30 лет такого не было, 30 лет, страна завязла в коррупции, и при этом их награждаете, вешаете их портреты. Их судить надо. Вы даже не понимаете, ну, то есть у вас одни слова противоречат другим словам, ваши действия противоречат вашим обещаниям. Вы думаете, вот вечно так будет? Вечно все будут на это закрывать глаза? И даже дело не в том, что может состояться революция. Просто люди разочаруются в вас. Большая часть людей уже разочарована. Ваши фабрики тролля создают видимость общественного мнения, что все за вас. Ничего подобного. Просто не хотят с вами связываться, не хотят революции. Альтернативы не видят. Очень много причин, по которым просто не высказывают вам в лицо свои претензии именно к вам. Да, многие боятся говорить в открытую. Как в этом, в истории с голым королем, когда портные шили ему прозрачные, мантию, и только ребенок выкрикнул: "А король-то голый", потому что остальные-то боялись. Вы хотите в истории остаться такими самодурами? Ну, останетесь. Болот, где ты был, когда ТЭЦ, Батукаев, коррупция была при Атамбае? При Атамбаеве я в 2019 начал, заниматься журналистским расследованием. Вот, при Джеймбекове и по Атамбаеву у меня были расследования. Делал расследование по Матрееву, когда все даже боялись, глаза поднять на него, не дыхнуть на него, не то что делать расследование против него. Было несколько только изданий, которые э, не боялись что-то делать. И матраимовские ребята, кальбаевские ребята, да, по приказу Матраима напали на меня. Если вы где-то в другой стране жили, это не означает, что вы можете такие вопросы задавать мне. Ассалаумағалейкум, Болот байке, тиги эженин жумушу эмне болду, экс-чиновник тартып алган дейт. Да, на ITTC вышло интервью, мы выпускаем обращение граждан. Как я говорил, что мы исполняем функцию гласа народа.
доносим проблемы населения. И девушка, женщина, которая эм, занималась, построила бизнес гостиниц в Аше, она арендовала у госслужащего, который оформил на свою супругу бывшее государственное здание, вот, арендовала помещение, и отремонтировала, занесла мебель и тому подобное. И как только закончила ремонт крыши, как только все оборудовала, все 3 этажа, пришел арендатор и сказал, выгнал ее из этой гостиницы уже обустроенной и продал, и вместе с ее имуществом как под бизнес. Вот, она смогла забрать половину мебели новый хозяин не отдает, потому что он говорит, что и предыдущий хозяин этого здания продавал вместе с мебелью и говорил о том, ну, и продавал как бизнес, действующий бизнес-гостиницу. Вот. А сейчас, более того, вы видели на ITTC, я задавал вопросы на русском, потому что если бы я задавал его ей на кыргызском, она отвечала на кыргызском, если бы я задавал на кыргызском, то она бы его не услышала. Она с 1 класса не слышит. Вот. И современный софт на сегодняшний день только может транскрипцию делать звука на русском языке, и поэтому мне пришлось задавать ей на русском языке. Несмотря на то, что на все горести жизни она не унывает, она арендовала другое помещение, обустроила, и сейчас она открыла другую гостиницу. И она говорит, что были порывы уехать, потому что, так невозможно работать, да. Но она взяла себя в руки и продолжает пытаться делать бизнес, работать в Кыргызстане, несмотря на то, что вот на такое беззаконие, беспредел, который творится в Кыргызстане. Так, в принципе, все, что я хотел сказать. И если что, пишите мне в Телеграм. Ник у меня собачка Вахоел. Как слышите, так и пишите на английском через H. И пишите свои вопросы, обращайтесь. Если вы заметили факты коррупции, то пишите и о них тоже. Я буду вам сильно благодарен, потому что это наше общее дело, это наш Кыргызстан. Другой страны у нас нет. До новых встреч.